Поддержка, когда она так необходима. Ингушетия в ближайшее время планирует оказать помощь жителям Палестины. К гуманитарной акции смогут присоединиться все желающие. Это стало возможным благодаря инициативе главы республики Махмуда Али Калиматова. Правительству Ингушетии поручено организовать всю необходимую работу в этом направлении. На совещании под председательством первого вице-премьера республики Магомеда Евлоева обсуждают, как будет выстраиваться весь процесс и чем республика сможет помочь Палестине. Я уверен, что все жители республики откликнутся на это, и мы свою миссию, свою лепту внесем в эту гуманитарную помощь. Нам нужно решить вопрос по пунктам сбора продуктов, а также думаю, что не помешает составить список необходимых первоначальных, то, что там необходимо, и на примере той помощи, которую отправляли в Сирию во время землетрясения в Турцию. Мы все понимаем, что идет полномасштабная война, и люди теряют практически все нажитое имущество. Кроме еды и одежды им необходимы лекарства, предметы личной гигиены, поэтому Россия в числе стран, оказывающих помощь жителям Палестины. Налажены каналы отправки гуманитарных грузов для них, отметил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Сегодня помощь одеждой, продуктами, другими предметами первой необходимости – это самое малое, что мы можем сделать для этих людей, оказавшихся в тяжелой ситуации. В Палестине каждый день гибнут мирные жители, среди которых дети, женщины и старики. И народ Ингушетии молится за них. Аминь. Пункты сбора гумпомощи будут созданы в каждом населенном пункте региона. По городам муниципальных образований, примерно цаточек организовать, что ответственно. В администрации, или они сами определяют школы или где, как им удобно. Но муниципальное образование, район не халят, Кезик да плажасы, там машины живут, мотив несло, так как может без да пластов. Непосредственно сельские поселения, администрации, пункты организовать сбор. Потом уже масштаб района свод на республиканскую базу резерв ЧС, Тигич уже непосредственно принять, организовать Болдаху, Москве, груз доставить мотик хаяки. Список необходимого еще предстоит составить. Основной акцент будут делать на медикаменты, воду и продукты, которые не портятся. Так регион сможет поставлять местную халяльную продукцию, например, консервы, и не только. Опыт в гуманитарных акциях мирового масштаба у республики есть. Неравнодушные не раз помогали жителям ДНР, ЛНР, пострадавшим во время землетрясений гражданам Турции и Сирии. Не осталось ни одного дома и семьи, кто не откликнулся бы на чужую беду. Многие жители Ингушетии не знали, как помочь палестинцам, и теперь они рады, что им представилась такая возможность. Данная идея, она очень хорошо скажется, и я думаю, очень много жителей на это пойдут. А мы, в свою очередь, как благотворительные фонды, мы, в свою очередь, попытаемся мобилизовать все свои ресурсы административные, человеческие, все свои знания, опыты. Мы в прошлом тоже организовывали подобные мероприятия. Попытаемся все это мобилизовать и предоставить такую возможность для жителей. В работе будут задействованы все министерства и ведомства во взаимодействии с главами муниципальных образований и благотворительными фондами. Активную роль в этом вопросе должны сыграть волонтеры и все неравнодушные жители Ингушетии. Гуманитарную помощь доставят на территорию Египта и передадут представителям общества Красного полумесяца, которые переправят ее в сектор Газа. Зелимхан Калоев, Сулейман Костоев. Новости 24.